кажется, вот Google не до конца поняли, что они сделали для образования. Уважаемые коллеги, ну, и они сделали, теперь дело за нами. Я очень рада, что в речи Вильямса прозвучала педагогика. Вот Людмила сказала о методике. Инструмент есть, все остальное зависит от нас. И это первая очная встреча, которая должна, на мой взгляд, инициировать, как же применять. Потому что опыт технологический накоплен. Не хватает опыта какого, коллеги? Методического. И вот я вижу поклонников Google, я бы хотела, чтобы вы стали поклонниками ГОС. А представители ближнего зарубежья позавидовали бы российской школе, что сегодня, вот мы говорим о модернизации, и стандарты – это приоритет номер один. И это слово модернизация нам оскомину набило. Но мы же понимаем, что любая система функционирует в каких-то условиях, правильно, да? И если она не развивается, то она погибает. Вот не может система образования не модернизироваться. Понимаете, в принципе. И вот ФГОС – это один из стимулов сегодня к модернизации. Мы вот здесь все выбрали Google, что понятно. Как? Обратите внимание, коллеги, вот я работаю со студентами, я заведующий кафедрой информационно-коммуникационных технологий в образовании педагогического вуза из Самары. Так вот, я хочу сказать, что когда я прихожу на курсы повышения квалификации и говорю, а назовите инновационные педагогические технологии, и не все педагоги, я думаю, что не только самарские, называют те технологии, которые бы я хотела услышать. Модель «один ученик, один компьютер», обучение вне стен классной комнаты. Я бы хотела, чтобы они упомянули технологии сотрудничества. Я бы хотела, чтобы они сказали, что новые педтехнологии пришли не только в образовательный процесс, но и в оценивании результатов. Я бы хотела, чтобы они говорили о формирующем оценивании. Обратите внимание, Google создает инструментальную базу для всех этих инновационных технологий. Коллеги, какую бы мы технологию ни рассматривали, инновационную, деятельностного типа, в любой технологии инструментальной основой могут служить инструменты Google. Поэтому мы понимаем, как мы будем работать. И мы понимаем, что это технологическое обеспечение инновационных педагогических моделей. Зачем? Понятное дело, что главные цели – это выпускник начальной, основной, средней школы, высшего профессионального, среднего профессионального заведения. Но есть еще один вид деятельности, которым мы занимаемся не с большим удовольствием, мягко сказать. Это той нормативной базой, проектированием основных образовательных программ. Но это как раз позволяет нам систематизировать наши именно представление об организации учебного процесса. Вот почему я начала, казалось бы, преподаватель вуза и специфической кафедры заниматься федеральными государственными образовательными стандартами. Потому что студенты приходили с педагогической практики и несли негатив от учителей на новые федеральные образовательные стандарты. Понимаете, да, стандарт написан сложным языком, но нормативные документы не пишутся на разговорном языке. И понятно, что к этому документу, как к любому закону, нужны разъяснительные документы. Там, допустим, закон и пояснение к закону и так далее. Вот на сегодняшний день, может быть, отсутствие каких-то вот таких материалов строит вот этот барьер между учителем и вот тем классным документом, который мы получили, на мой взгляд. Вот мы находимся в уникальное сейчас время, уникальная модель. У нас, обратите внимание, я вам благодарна за вопрос, проходит стандартизация всех ступеней образования. И единая база подведена, рамочный характер, правила 3Т, о которых мы будем говорить. Вы видите, что у нас выпало в России начальное профессиональное образование, и в новом законе об образовании этой ступени нет. Поскольку его загубили, и на сегодняшний день его легче передать в СПО, чем создавать и возрождать начальное профессиональное образование. Итак, мы находимся все с вами в условиях внедрения федеральных стандартов вместе с первоклассниками. Будущие педагоги, будущие инженеры пришли обучаться по новым федеральным стандартам. Только в ВУЗе это стандарты 3-го поколения, а в школе 2-го. Вот это отправная точка, правила 3Т. Что мы с вами имеем? Мы имеем с вами требования к структуре, мы имеем требования к условиям и к результатам освоения основной образовательной программы. А вот здесь есть небольшие различия.
Я, конечно, буду отталкиваться от основного общего образования, поскольку большинство все-таки, вот я смотрела и изучала статус участников, это преподаватели школы. И я, чтобы сократить выступление, наверное, не зря сделала, выписала, если вы хорошо знаете стандарт, структуру основной образовательной программы. Обратите внимание, что в содержательном разделе присутствует программа формирования универсальных учебных действий. И мы вот с Марией, например, это в перерыве обсуждали. И эта программа должна обеспечивать, то есть со своими администраторами вы можете разговаривать на совершенно другом языке. Вы, и именно вы, выполняете требования нового федерального образовательного стандарта. Именно учите детей сотрудничеству, формируете, развиваете компетенции в области использования информационных технологий. И далее по тексту каждый из вас может посмотреть. Дальше обратите внимание, вы, именно вы, вот обеспечиваете то, что прописано в этих требованиях в структуре. Здесь у нас и формы деятельности, и виды, но вот здесь нужна методическая подоплека. Нужно объяснение, как тот или иной сервис позволяет реализовать ту или иную форму на занятиях или во внеучебной деятельности. Если мы откроем следующий раздел «Условия реализации ОП», то сегодня, вот Людмила говорила, там каждый понимает информационно-образовательную среду по-своему. У нас в стандарте, в нормативе, в российском законодательстве закреплено, вот что она должна обеспечивать. А мы видели вот на примере Google Apps, что вот первый пункт, методическая поддержка образовательного процесса, гарантированно обеспечивается сервисами Google. У меня такой нет проблемы. Я работаю с категорией 18+. Но я не хотела бы выступать в роли учителя и лукавить. Прибавьте там год рождения, убавьте, высчитайте и так далее. Я увидела для себя решение однозначно при переходе на Google Apps. Поэтому вот краткий анализ, хотелось бы больше сказать, но теперь не стоит вопрос перед педагогом. Помните раньше, хочу внедряю, хочу не внедряю. То есть вопрос хочу, не стоит. Теперь новым федеральным образовательным стандартом в наши с вами профессиональные функции закреплено. Мы это делать должны. Но это должно. Только будет это Google или что-то другое, это будете решать вы. Может быть, это будет и Google, и что-то другое. Но есть еще может, не может. Ну, это вот у нас, например, у нас в связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты идет активное повышение квалификации. И вот те курсы, которые мы разработали, внедрили туда продукты Google, пользуются огромнейшим спросом, поскольку это сегодня данность. А вот есть еще категории, конечно, Людмила, которые не может. И вот самое главное, это результаты, которые мы можем получить с использованием сервисов Google. Ну, вы помните, что в основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход. И какой мы сегодня пример не рассматривали, какую бы технологию я сейчас не привела в пример, модель 1.1, а мы вот работаем в эксперименте по модели 1.1 и построили ее на Google технологиях, и обучение вне стен классной комнаты мы благодаря вот сотрудничеству с Людмилой опробировали. И все технологии деятельностного типа, и во всех из них мы используем, Google технологии. Обратите внимание, вот перечень результатов, он, по-моему, жизненно обоснован. Он как нельзя лучше вот сконцентрирован и лаконичен. Вот те типологические признаки, которые для наших будущих выпускников сформулировали, им, наверное, вот просто альтернативы нет. Ну, я не берусь говорить о предметных результатах, вскользь упомяну только, хотела бы сказать, обратите внимание, как меняется спектр личностных результатов и насколько Google технологии позволяют их реализовать. Вот смотрите, учителя очень часто личностные результаты воспринимают только с морально-ценностными и какими-то духовными, установками, этическими. На самом деле нет. Обратите внимание, у нас появляется смысл образования, мотивация. Давайте посмотрим, откуда рождается мотивация, как она рождается. В нашем курсе Intel по формирующему оцениванию четко указано. Мне очень нравится этот курс. 3 способа мотивации. Первый, через содержание. Не каждый предмет этим может похвалиться. И не у каждого ребенка ко всем предметам одинаковая мотивация. Второй способ, через деятельность. И вот они, сервисы Google. И третий способ, через продукт.
Вот они, сервисы Google, пожалуйста, уважаемые коллеги. Поэтому смысл образования, зачем мне это надо, да? Это все решается. И самоопределение, внутренние позиции школьника, его самоуважение, самооценка. В процессе кооперированной деятельности проблема решается очень легко. Мы на примерах посмотрим. Дальше, посмотрите. Есть такое уникальное понимание в нашем стандарте основного образования, как метапредметные, надпредметные результаты. И иначе это универсальная учебная деятельность. Метазнание – это знание о том, как добывать знания. Обратите внимание, что делают успешно в школе педагоги. Традиционно мы умеем формировать познавательные УД, искать информацию, структурировать ее и так далее. Сегодня на повестке дня не менее глобальные вопросы – это коммуникативные. У меня вот сын IT-технолог, он директор предприятия «Резидент Сколково». Чего они учат? Я сегодня у Вильямса очень отлично это услышала. Он отправляет своих сотрудников на тренинги по сотрудничеству. Причем у них кроссфункциональная проектная деятельность. Не как мы делегируем кому-то определенные функции. Каждый должен себя попробовать в разных функциях. Научиться работать в команде. Я эти книжки и блокнот его перечитываю, понимаете, это очень интересно. Наши дети не умеют сотрудничать. Они умеют сотрудничать без предметов. Учителя еще хуже. На тренинге, а можно я одна сделаю работу, да? Вот мы это обсуждали сегодня. Но вот мне студенты тоже говорят, что, извините, мы общаемся. Я говорю, стоп. У меня хип-хоп младший сын пишет, он выбрал себе группу из 3 человек. Это другое общение. А вот общаться, когда ты внедряешься в незнакомый коллектив, да, проявлять вот эти признаки толерантности, уметь делиться знаниями, воспользоваться знаниями другими, организовать вот это паритетное сотрудничество, делегировать кому-то какие функции, это очень важно. И регулятивные. Вот что говорят педагоги. Умение планировать свою деятельность, я не буду это дублировать, ставить цель, задачи, планировать, оценивать, корректировать и так далее. Весь цикл, кто знает, Шухарта-Деминга, Plan, Do, Check, Act. Так вот, я что хочу сказать. Учителя говорят, нам некогда, нам надо готовить к ЕГЭ. Но в этом году мой младший сын сдавал ЕГЭ. И когда он пришел с математики, он говорит, я думал, что у меня не получится, я спланировал, потом я решил. И я вот все, что на регулятивное, я вытянула туда вот подсознательно, да, в большей степени это ему помогло сдать ЕГЭ, то есть С6 решить, чем предметные. Понимаете, да? Это заблуждение. Итак, уважаемые коллеги, я постараюсь быстро. Вот это традиционная модель в моей интерпретации. Учебные задачи, и мы боимся своих показателей, работаем на предметный результат. Как вижу я, вот появляется ИКТ-сервис. Мы ставим учебную задачу, но в результате работы с этим ИКТ-сервисом формируются уже не только предметные результаты, но и личностные, и метапредметные. Вот что вносят сегодня в образовательный процесс ИКТ-технологии. Деятельность, межпредметные знания, учебный процесс. И я вот туда, видите, вот массово так вот атакой хочу, чтобы туда вошли сервисы Google. Вот, и давайте порассуждаем, какие признаки метапредметности именно на этих результатах я хотела остановиться. Итак, на что я буду опираться? Я вот уже 4 тренинга провела на галактике. Благодаря вот Татьяне, спасибо огромное. У меня даже здесь вот есть люди, с которыми я познакомилась благодаря этому сотрудничеству. Я буду приводить в качестве примера их работы. Вот обратите внимание, один из этапов – проанализировать педтехнологии на предмет их дидактической эффективности с точки зрения ВГОС. И обратите внимание, большая часть выбирает что? Google. Это однозначно. Это доказательство с 2 последних тренингов. Причем участников, которые выбирают Google для сопровождения педагогических технологий в качестве инструментов, становится все больше. И наш блок, который мы вели в прошлом году, это готовимся к модели 1.1. Остановимся на познавательных УД. Вот их там 14 для основной школы. Почему я выбрала смысловое чтение? Вот, во-первых, мы с Людой имеем одну и ту же болезнь. Вот именно работа с информацией. Она функциональная, я смысловой. Смысловой чуть шире, чем функциональный, понимаете? У нас в старом, я занимаюсь 4 года, я с проекта с этим документом работаю. Смотрите, смысловое, это сначала поисковое, потом ознакомительное,
потом изучающее, и завершается оно рефлексивным чтением. Вот из стандарта вот эту расшифровку убрали, побоялись ее, ну вот громоздкости, наверное, отпугнет педагог. Оставили смысловое чтение. Как его интерпретировать? Ну, каждый понимает по-своему. А вот в проекте стандарта было именно так. Ознакомительно изучающую, усваивающую, писковую. Не в той логике, наверное, как мы бы хотели, но тем не менее это цитата. Я хотела сказать, что вот благодаря знакомству там, с той же Людмилой, да, в работе в проекте, мы ушли практически от документов текстовых. Мы пришли к таблицам, потому что именно они позволяют структурировать знания. И вот у нас очень много, это наша модель, это наши учителя, работают, например, вот по географии, там, да, сделайте подборку ресурсов. И, естественно, я хочу сказать, что возникает сразу вопрос критерий оценки. То есть без критериального подхода использования Google документов практически невозможно. То есть вы должны требования там, к ресурсу сформулировать и так далее. То есть идет параллельно и смысловое чтение, и формирование и развитие компетентности в области ИКТ. Вот я привела две таблицы. Я просила Марию запомнить, хочется все сказать. Вот что мы сделаем, почему мы открываем таблицу. Вот Люда это озвучила, у меня на это лозунг родился. Посмотри у других и сделай сам. Это очень эффектная, да, технология, эффективное обучение, да, это очень так, эффектный вид деятельности. А вот когда мы перейдем к Google формам, сделай сам, а потом посмотри у других. Понимаете, да? Вот эти две методические изюминки, если учитель научится применять, и он еще научится анализировать и грамотный анализ, ведь в конечном итоге не сервисы определят результат, а кто? Учитель. Сервисы безупречны, учителя не всегда. Понимаете, да? Вот как воспользоваться этим учителю? Вот смотрите, есть уникальный пример Телегина, я его в блоге. Вот смотрите, вы утром обтираете полотенцем, а вы ощущаете, что вы изменяете внутреннюю энергию с совершением работы? Нет. А ведь вы это в физике учили. Так вот, смотрите, учитель открывает таблицу и просит учеников заполнить примерами. Сколько на уроке озвучить может примеров ученик? 5, 3. Так, смотрите, посмотри у других и сделай сам. Вот это формирование научного мировоззрения называется. То есть вот те слова, которые в стандарте сформулированы самым таким общим образом, да? А неправильные ошибки вы исправляете? Да, это просто... Смотрите, там точечка есть, да, вот этот кружочек. Вы можете все посмотреть. Мы же даже оценки ставим. Нас немножко за это поругали, но тем не менее есть оценки. Смотрите, вот в чем я вижу идею нашего сообщества. Ну, не обучать же друг друга, как работать с сервисами. Ну, вот Google Apps это новое, да? То есть обсуждали. А что дальше? А дальше, коллеги, нужны вот эти методические находки. Появляется совершенно новый тип заданий, которые раньше мы не использовали. И каждая изюминка на вес золота. Вот я, например, обожаю свод-анализ. И многим уже его заразило, когда мы характеризуем сам объект, выделяя его сильные и слабые стороны, и условия среды, в которой этот объект функционирует. И Евгений Онегин, пожалуйста, Евгений Онегин. Сильные и слабые характеристики Евгения и условия среды. Россия 20 век. Сильные и слабые, и, пожалуйста. Полимеры на химии. Сильные и слабые стороны, возможности, угрозы. Экология, все что угодно. Действительно, что такое по определению метапредметный результат? Это освоенные межпредметные знания и универсальные учебные действия. Вот мы видим, свод-анализ, прекрасный инструмент. Смотрите, как хорошо он на Google ложится. Мы даем сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы, обычные Google таблицы. Я не говорю о том, что есть в интернете веб-сервисы, которые позволяют строить этот анализ. Это делать легче и удобнее в документах Google. И мы, вот смотрите, имеем возможность... Да, вот у меня новый вид деятельности. Я знаю, что многие его применяют. Это коллективное эссе. Эссе – это очень мощный инструмент формирующего оценивания. Но не каждого ребенка заставишь писать эссе. Мы структурируем, я считаю, я уверен и так далее. А потом хотите, читаете по одному вопросу.
Если вас интересует личность Петрова, Иванова, вы читаете по горизонтали. Важно, как этим инструментом воспользуется педагог. И вот это полностью задание соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Итак, вот учителя говорят так: некогда нам этим заниматься, у нас ЕГЭ. Если информационные технологии мешают подготовке к ЕГЭ, это либо не те технологии, либо не тот учитель. Понимаете, вот сейчас мы в этом году взяли линию такую, как использовать Google документы при подготовке ГИЭ и ЕГЭ. Появились уже первые версии. Мы публикуем текст, средний класс, да, вот по обществознанию. И дальше пошли вопросы. Вот посмотрите, согласны ли вы с утверждением репродуктивного характера? Дальше, вот я покажу следующий слайд, пойдут вопросы, да, уже такие, требующие, эссе, да, вот рассуждения, аналитики какой-то. Когда я попыталась ответить на этот вот вопрос, я открыла, что такое социальная мобильность в словаре, да? Я кучу терминов вскрыла, мне было так интересно, приведите примеры, там, автор отвечает, докажите из практической ситуации. То есть вот здесь вот как раз тот случай, сделай сам, а потом посмотри у других. Потом мы открываем эту таблицу и читаем вот по этим указанным направлениям. Не в меньшей степени вот нам нужны, как мы уже сказали, да, а почему я взяла это смысловое чтение из 14,1 результат? Вот у меня в этом году младший сын закончил школу. Я вам рассказываю ситуацию 8-летней давности. Был интернет по телефону коммутируемый. И у нас со старшим сыном была договоренность, что последние минуты капля моя, в ту почту отправить. Я открываю, лимит исчерпан. Подзываю мелкого, что сделал? Нам реферат по путешественникам задали, я вот там 20 листов несет мне. Я начинаю, давай маркер возьмем, давай выделим, вот все. Ситуация весна, 2012 год, 1 час ночи. Ой, забыл, нам реферат по химии задали. 20 листов готово через 5 минут. Понимаете, да? Я недавно объявила войну рефератам и в среду уже публично выступила вот в нашей там местной аудитории, что мы делаем, да, вместо рефератов на одной из конференций. Так вот, за 8 лет в школе ничего не изменилось. Я ему говорю, ты помнишь ситуацию? Требования такие, не более 5 листов осмысленного текста. Уже в 11 классе. Через 5 минут, мам, я тебе там отправил на печать, выведи. То есть все, ничего не изменилось. И мы получаем инструмент, который действительно позволяет работать с текстом, расширять кругозор. И, соответственно, если мы говорим о коммуникативных, я вот, наверное, Марию Алексеевну, Маша сегодня без отчества. Мария все знают, она завтра будет говорить о использовании Google в сетевой деятельности. Мы участники этого сообщества и гордимся этим. Мы используем и коллективные карты. И вот у нас, пожалуйста, ребята в мужском разговоре, там Орел, Пенза, Вязники, Мичуринск строили совместно презентации. Им пришлось договариваться об интерфейсе, о способах вывода информации на слайды. Они строили Google карты. Сегодня мы уже это как бы интегрируем с QR-кодами, делаем какие-то классные такие квесты. Мы провели вот по инициативе программы обучения для будущего флешмоб, чему можно учиться в парке. Это были интересные проекты, поддержкой был сайт. О сайтах вообще это мое слабое место. Блоги. Это уникальный на сегодняшний день, на самом деле, инструмент формирования коммуникативных навыков. Потому что письменной коммуникацией школьники что? Не владеют. А они не понимают, что они придут там через какое-то время в вуз, в профессиональную сферу, и они уже не имеют права общаться на том языке, на котором они общаются, а другого они не знают. Я все время, вот эта работа с тренинга Ушаковой Ольги Валерьевны, учителя химии, которая в Google документах в качестве итогового продукта на последнем тренинге создала такую интересную модель «Я за визуализацию». Почему? Потому что визуальное мышление – это, продукт его является порождением новых идей. Это новый продукт. Есть текст и есть новый продукт в виде схемы, карты, ленты и так далее. И сегодня это ученик, который воспринимает информацию, и не каждый ученик может с невербального языка перевести
на вербальный и наоборот. И этому нужно учить, потому что завтра он придет, он будет менеджером, он будет руководителем, и он должен уметь подать эту информацию. Что касается регулятивных, я была приятно удивлена, что Google анкеты теперь нам позволяют рефлексировать и оценивать свою деятельность, что является одним из компонентов формирования регулятивных ОУД. Самооценка, взаимооценка и так далее. Я сейчас привожу работы с последнего тренинга. Вот Конянина Татьяна Ивановна из Нижнего Новгорода. Оценка навыков сотрудничества. Изучение адаптации там, и тут же вопрос для поля для рефлексирования, оценивание критического мышления, итоговые рефлексии. Понимаете, если ребенка спросили, да, я могу выполнять много заданий в группе, да, с чьей-то помощью нет. Он задумался, а работал ли он в группе сегодня? Может быть, он поставит нет, а завтра он поставит с чьей-то помощью, а послезавтра он скажет, да, я принес пользу для своей группы. В процессе проекта «Мужской разговор» мы вели сетевые дневники. Это очень популярная, да, вот на сегодняшний день, по-моему, форма оценивания. Мы даем инструкцию, что должен сделать ученик. Вот таблица «Знаю, интересуюсь, уже научился», она приобретает совершенно иной вид в Google документе. Вот, пожалуйста, рефлексивные умения школьника. Вот тот же свод-анализ для мальчиков 3 класса. И на основе этого анализа разработанный план действий. И, естественно, Google таблицы для оценивания прироста в команде. Ну и так далее. Да, не так давно мы освоили уже и рисунки для планирования. Вот посмотрите, готовимся к ГИА. Слева пишется, сколько нужно сделать, справа, что над чем ты сейчас работаешь, а уже сделано перед... Ну, да, я это сделала. Вот. То есть это с тренинга, вот, который Scrum, по-моему, она называется, технологии проектирования.